Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Латыпова Закира Бадрединовна. Я доцент кафедры экологии, географии и природопользования Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмулла. И я являюсь руководителем данной образовательной программы по профилю географическое образование, направление педагогическое образование. Сейчас мы с вами поговорим о том, как нужно будет вам сдавать экзамен. Вступительные испытания для поступления на данный профиль проводятся в виде тестирования, комплексное тестирование. Форма сдачи дистанционная. Во время экзаменов у вас будет вопросов 25. В структуре тестовых заданий выделяются вопросы по следующим разделам географии. Это картография и геология, общее землеведение и ландшафтоведение, физическая география, экономическая и социальная география и методика преподавания географии. Продолжительность вступительного экзамена составляет 60 минут. И только исключение – это для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается еще на 30 минут до 1,5 часов, но это только в том случае, если будут представлены соответствующие документы. И у вас всего одна попытка. При этом минимальной для того, чтобы поступить на бюджетной основе, вы должны будете набрать минимум 50 баллов. Оценка проводится по 100-бальной системе. Ну и, естественно, максимальное количество баллов – это 100 баллов. Каким образом вы должны будете начинать сдавать экзамен? Первый вход через логин и пароль, которые будут отправлены на электронную почту, которую вы укажете или уже указали при сдаче документов. Если вдруг на вашу почту не пришло это письмо с вашим логин-паролем, то, пожалуйста, посмотрите в папке «Спам». Иногда письмо может уйти туда. Далее, все последующие посещения сайта вы производите уже под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. И вот перед каждым экзаменом, то есть у вас один будет экзамен, по географии комплексный экзамен, вы должны будете сфотографироваться и прикрепить цветное ваше фото, где видно ваше лицо, и главный разворот паспорта с фотографией и фамилией, имя, отчеством. А у иностранных абитуриентов это ваше удостоверение. Вы должны будете загрузить ту страницу, где ваша фотография и ваши данные. Время, отведенное на прохождение экзамена, как я уже говорила, ограничено ровно 60 минут, и у вас одна попытка. И после этого уже пересдача, естественно, не предусмотрена. Самое позднее время входа для сдачи экзамена на сайт за 1,5 часа до окончания экзамена. У вас по расписанию до 22 часов, значит, не позже, чем 20 часов 30 минут вы должны будете зайти, потому что у вас 60 минут, и, сами понимаете, времени уже не останется. И в конце консультации будет у вас пошаговая инструкция сдачи вступительного экзамена. Вы, пожалуйста, эту инструкцию внимательно изучите. Каким образом мы заходим на сайт при сдаче экзамена? Вы заходите на сайт приемной комиссии нашего университета. Перед вами есть уже данные, как нужно зайти. Выбираем магистратуру, и в документации размещено расписание. Как вы видите, стрелочкой показано, где указано расписание.
И далее вот будет расписание для тех, кто сдал документы до 6 августа, кто хотел поступить конкретно на бюджетной основе. Экзамен вот будет, консультация будет 10 августа для всех, а экзамен будет 11 августа с 10:00 до 10 часов вечера, до 22 часов. И, как я уже говорила, за 1,5 часа самый поздний вы должны будете зайти. Вот резерв 17 августа с 10 до 17. Это для тех, кто сдал вовремя документы до 6 августа. А далее уже смотрите, пожалуйста, по расписанию. Кто сдал 7 августа по 12 августа, экзамен будет 18 августа. Также время такое же, резерв 21 августа. И кто сдал уже с 13 августа по 11 сентября, тот уже только конкретно на внебюджетной основе. Только экзамен будет 15 сентября и резерв 21 сентября. Это расписание на сайте есть. Внимательно, пожалуйста, смотрите. Как подготовиться к сдаче вступительного экзамена? Опять вы заходите на сайт приемной комиссии, выбираете магистратуру и далее вы видите, вот стрелкой показана программа вступительных экзаменов. Географическое образование заочное. Вот по этой программе там перечислены все вопросы. Вот, пожалуйста, перед вами программа вступительного экзамена по разделам. Но вы понимаете, здесь программа, а не вопросы тестов. И как нужно готовиться? Сейчас, благо, есть все учебники практически в электронном формате, поэтому вы набираете, если у вас нет возможности взять учебники в библиотеке, или у вас, если их нет, то тогда вы можете спокойно заниматься по электронным учебникам. Они, в принципе, все есть в электронном варианте, вот особенно последние новые учебники. Набираете учебник по картографии, учебник по геологии, учебник по общему землеведению и так и далее, вот по физгеографии России, по физгеографии материков и океанов и так и далее. И готовитесь таким образом по всем блокам к вступительным экзаменам. Вот примерно какие вопросы могут быть. Вот, например, вы видите здесь: из перечисленных территорий наиболее распространения болотной почвы получили в пределах, где Предкавказье, или Нижнего Поволжья, или Южного Урала, и нижнего течения реки Лены. И второй вопрос тоже вы увидите на сайте. И вот мы с вами сейчас можем посмотреть примерно какие вопросы. Например, по картографии. Такой вопрос может быть: из каких элементов состоят географические координаты? Ответы, варианты ответов: широты и долготы, масштабов и элементов оснащения, или профили для определения крутизны склонов. Конечно, вы ответите, я надеюсь, что это ответ первый правильный, широты и долготы, и будете правы. Вот по геологии, например, примерно какие вопросы? Любой вопрос сейчас я вам прочту. Например, как называется пластичный слой верхней мантии Земли? Вот варианты ответов: гранитный, базальтовый, астеносфера, нефи или осадочный. Конечно, вы ответите, что это астеносфера, так ведь? И будете совершенно правы. Далее, по общему землеведению примерно какие вопросы могут быть? Например, пассаты образуются вследствие наличия силы Кориолиса, сезонных перемещений экваториальных и тропических воздушных масс, различий в давлении между тропиками и экватором и существования Центральной Азиатской области низкого давления. Конечно, вы ответите, вот отметите третий вопрос, да, различия в давлении между тропиками и экватором, и будете правы. Далее, по ландшафтоведению примерно какие вопросы могут быть. На ландшафтной карте изображаются варианты ответов: геологическое строение и рельеф территории, природные территориальные комплексы, природные компоненты или литогенная основа и климат. Конечно, вы ответите, что здесь на ландшафтной карте изображаются природные территориальные комплексы, так ведь, разного ранга в зависимости от масштаба. Но этого нет в ответе, но вы укажете ПТК и будет правильно. По физической географии, например, могут быть вопросы по физгеографии материков и океанов.
выбрать ряд, полностью состоящий из заливов. И там приводится несколько вариантов, где только заливы, и в том числе не заливы, вы должны будете выбрать тот ответ, где только заливы. Или другой вопрос. Выбрать ряд, целиком состоящий из проливов. Тоже вы должны будете выбрать правильный ответ, где только проливы. Далее, вот по физгеографии России, например, крайняя восточная островная точка России находится на где? На Балтийской косе, на острове Ратманова, на острове Рудольфа или же, например, на Курильских островах. Конечно, вы ответите, что это находится на острове Ратманова, и будете правы, да? Это вот по физгеографии. Далее, по экономической географии, какие примерно могут быть вопросы? Назвать страну мира с самой большой протяженностью береговой линии, например, да? Или вот по физгеографии тоже. Далее, например, выбрать из перечисленных ниже 3 самые большие по числу жителей. Страны Азии: Китай, Индия, Япония, Индия, Индонезия, Пакистан, Китай, Индия, Индонезия или Индия, Китай, Пакистан. Конечно, вы выберете ответ Китай, Индия, Индонезия и будете правы. И также есть вопросы по экономической географии России. Например, в Канско-Ачинском бассейне залегают коксующиеся угли, каменные угли, бурые угли или нет правильного ответа. Вы, конечно, ответите бурые угли и будете правы. И последний раздел у нас методика преподавания географии. Например, главным компонентом содержания школьной географии являются умения, метод обучения, опыт эмоционально-чувственного восприятия или знания. Конечно, вы ответите, что это знания, и будете правы. Вот примерно такие вопросы, и таких вопросов у вас будет 25. И если на все вопросы вы правильно ответите, получите 100 баллов, и мы с вами дальше будем обучаться по профилю географическое образование. И вот 10 августа будет консультация, да, и вы в день консультации можете написать мне либо по почте, либо вот по телефону, по WhatsApp, либо ВКонтакте, либо в Телеграме, вот по любой, либо в Инстаграме, по любой сети социальной можете написать. Надежнее, конечно, в телефоне, по телефону на WhatsApp или же на почту написать. Вы можете написать свой вопрос, вас интересующийся. Я буду целый день на связи 10 августа и с удовольствием отвечу на любой интересующий вас вопрос. А сейчас я вам желаю всем удачи, творческого настроения. Я надеюсь, что вы хорошо подготовитесь, ответите на все вопросы, станете нашим магистрантом, и мы с вами будем изучать, обучаться на профиле географическое образование. Всем удачи, мы вас ждем. До свидания. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов.
Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.